И вот такой партизанский метод, который был придуман нашим президентом Жихаром Дудаевым, вот эта тактика и стратегия сработала сильно. Они фактически не были готовы к такой войне партизанской. Почему? Может, армия большая, а тактика, стратегия, мужество, храбрость и героизма нету в этой армии. Скажи, вот будучи в таком высоком положении, ты можешь оценить, насколько сейчас армия, которая воюет в Украине, российская нападает, насколько она продвинула в своем развитии по сравнению с 94-95 годами? Вот сегодня украинский юрист-международник, известный Евген Цыбуленко, который живет в Таллине, в Эстонии, выступил и сказал, что немедленно страны Балтии и Польша должны признать независимость Ичкерии. Как ты считаешь? Добрый день, дорогие друзья, зрители и слушатели нашего независимого европейского канала Непраг. Сегодня я имею честь представить легендарного человека и бойца, дивизионного генерала Асламбека Арсаева. Добрый день, Асламбек. Добрый день, Инна, Андрей. А также я приветствую всех наших зрителей и желаю всем мира и добра. Асламбек, с тех пор, как мы последний раз с тобой записывали программу, прошло какое-то время, и началась вот эта самая широкомасштабная война 24 февраля России против Украины. И с тех пор, скажу честно, добавилось подписчиков на наш канал. Пожалуйста, расскажи о своем опыте в этом противостоянии с российским оккупантом, с рашистами, в каких ты боевых действиях участвовал, получил вот эти ранения, которых я знаю, что у тебя очень много, ты был ранен. Моя борьба, война против этой российской империи зла, это уже длится вот уже более 30 лет. 30 лет продолжается и будет до тех пор, пока весь мир не будет свободным, пока весь мир мы не сделаем, не обезопасим от этой действительно страшной, подлой империи зла. Вот. И эта борьба тяжелая, которой многострадальный чеченский народ уже воюет 400 лет против этой российской империи зла. А именно связанной со мной, если взять, то это 30 лет с 1994 года, когда российская агрессия, оккупанты империи зла напали вероломно на независимую Чеченскую республику Ичкерию войной 31 декабря 1994 году я вышел защищать свою родину, свое государство, свою семью от стариков, женщин, детей, вот, так же, как и другие остальные чеченцы. Вот, с тех пор, с 1994 года, с 31 декабря, вот, я защищаю свою свободу, независимость и стою против этой Российской империи зла. Все знают, это начало штурма в 1994 году, 31 декабря, которое произошло на территории Чеченской республики Ичкерия. С первого этого момента, с 31 декабря, я принял участие в защите и против этого штурма, в защите города Грозного, вместе со всеми бойцами вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия.
Вот. И защищая Чеченскую республику Ичкерию, столицу города Грозного, вот, там более 2 месяцев мы смогли переломить эти боевые действия и показать всему миру, насколько опасен и насколько преступен и убийца вот это российское государство. Это произошло именно в то время, когда они сделали огромный большой штурм с 10-тысячной армией и с тысячными бронетехниками они вошли в город Грозный 31 декабря. Вот, ну, так же, как и сегодня происходит в Украине. Думали, что таким образом они захватят город Грозный, и все на этом решится. И чеченское сопротивление, вооруженные силы, мы смогли уничтожить полностью этот штурм в течение недели. Эта 10-тысячная армия была разбита. Я как сегодня помню, как это все происходило, вот, как они вошли, стирая с земли здания, дома вместе с жителями, с мирными, стариками, женщинами, детьми. Тысячами они в тот день убили ни в чем не повинных мирных граждан Чеченской республики Ичкерия, стариков, женщин и детей. Таким образом они вошли. Вот. И наше сопротивление, вот, которое мы были готовы стоять до конца и умереть, и достойно поднять голова против вот этой агрессии, принять этот бой. И мы достойно это приняли и показали всему миру, что мы отстоим свою свободу и независимость. И это проклятый, коварный, преступный враг Российской империи зла, что рано или поздно придется покинуть территорию Чеченской республики Ичкерия. И эти дни, в течение недели, вот из 10-тысячной армии было уничтожено солдат и офицеров российских 8,5 тысячи. Они лежали по переулкам, по кварталам города Грозного. И даже их командование на неоднократное, чтобы они забрали свои этих трупов, они отказывались этим. Вот насколько она грязная, насколько она подлая, это руководство. Они даже не считались со своими солдатами, офицерами. Для них они ничего не значилось. И вот свыше более 1000 солдат было взято в плен, уничтожена вся бронетехника. Вот это первый, как говорится, штурм 31 декабря. Это был победоносный для чеченского народа, так как это был разбит и показан всему миру агрессия и оккупация Российской империи зла. Вот. Первый раз во время защиты города Грозного я был ранен вот в этих боях. Эти раны, как они происходили? Мы фактически не замечали свои раны. И сегодня не замечаем. Почему? Потому что мы за истину, за правду. Мы защищаем Родину, мы защищаем правду, мы защищаем мировое общество, мы защищаем всех наших людей, нашего мира, чтобы они от этой проклятой империи зла не были убитыми, не были в пытках уничтожены, и они были вот таким образом, чтобы их дома, эти слезы, эти трагедии не пришли. Вот поэтому в таком состоянии мы защищали город Грозный, и полученные раны мы не замечали. Даже я еще вам скажу такое исторические события, как это все происходило. Чеченские бойцы, вооруженные силы,
каждый имел знамя Чеченской Республики Ичкерия, каждый при себе. И чтобы это знамя, когда нас убьют, не было, просто не упало на землю, чеченские мы бойцы его завязывали плотно в себя, чтобы до конца мы могли с поднятым этим флагом, с поднятым знаменем уйти достойно, защищая свою свободу и независимость. Это действительно героическая защита, это действительно был исторический образцовый пример для всего мирового сообщества. Но как бы то ни было, мировое сообщество все-таки, боясь этой империи зла, принимали такие решения нейтральные. Поэтому эта война длилась 2 года. После города Грозного мы сделали все возможное и невозможное с помощью Всевышнего Аллаха, защищая столицу нашей республики, Чеченской республики, через города Грозного. Спустя 2 месяца мы решили покинуть город Грозный и дальше создать, фактически были подготовлены места обороны против этой Российской империи зла. И когда мы вышли из города Грозного, мы в сторону южного направления города Шали-Аргун сделали такую оборону мощную, которая еще 2 месяца, больше 2 месяцев российская армия не смогла пройти вглубь территории Чеченской республики Ичкерия. И в направлении Шали, защищая оборону Южного фронта, мы создали, там было такое место, Степняк называлось, но это место такое, открытое поле, можно было сказать. Аналоги истории с автоматами, с одними гранатометами, только, можно сказать, происходило это сопротивление чеченских вооруженных сил именно в открытом поле против авиации, против артиллерии, против всех видов оружия и танков, надземные, воздушные. Мы противостояли многозначной большой армии, но, как я сказал, мы знали, за что мы воюем. И 100 наших бойцов превосходило тысячи этих российских оккупантов. Почему? Потому что они воевали за преступность, они воевали за убийство, они воевали за все зло. И поэтому им было тяжело с нами так в открытой войне противостоять. Так как мы защищали каждый боец вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия, зная свою родину, свою землю и наших стариков, женщин, детей, семей. И это 2,5 около месяца, именно в Южном фронте, в южное направление, в сторону Шали, города Шали, мы противостояли около 2,5 месяца. И там тоже я был тяжело ранен, получил пулевые огнестрельные ранения. Но это были бои контактные, рукопашные. До того произошло, что мы не сдавали эти места, позиции. И было у нас там сделано 3 рубежа для того, чтобы противостоять этой армии. Первый рубеж, если они проломят, чтобы второй стоял. Второй, если пройдут, чтобы третий. И таким образом мы там показали этому врагу, что опять чеченские вооруженные силы не дадут им, как говорится, захватить Чеченскую республику.
Потом, спустя столько времени под командованием, но это все, конечно, командование происходило именно под личным командованием нашего президента Жохара Дудаева. Он полностью контролировал, руководил вместе с начальником штаба Асланом Асадовым. Так как они люди военные, окончил высшая академия генеральных штабов, зная всю военную тактику, стратегию вооруженных сил Российской империи зла, они принимали такие правильные позиции, такие правильные, которые действительно наносило огромный ущерб российской армии. И спустя это полученные вот эти раны мы, можно было сказать, в полевых условиях завязывали, в полевых условиях, пока эти раны сами не вылечатся. Вот так и приходилось нам проходить вот в таком ситуации эти войны. Потом я, тем более, командовал при генеральном штабе отрядом специального назначения, был командиром этого отряда, и поэтому мне как-то необходимо было всегда быть в строю. Я делал все возможное, какие бы то раны не было, все стоять вместе с отрядом. И после полученной команды для переброски, для дальнейшей защиты и обороны в горных местах, нам пришлось оставить это место, направление, где мы отставили, защищали в южном направлении. И мы взяли позицию в горные вот в этих местах. Там происходили очень большие бои. Все виды вооруженные и запрещенные применялись вооруженными силами Российской преступной империи зла, стирая с земли, можно сказать, деревни, села, города вместе с мирными жителями и так далее. Вот. И в горные места было направление в Агиштинское ущелье. Это самое передовое место Чеченской республики Ичкерия. И мы там создали такую мощную оборону, чтобы российская армия не смогла дальше пройти. И то же самое, это уже май месяц, с декабря по май вот так защищали, можно сказать, все направления и позиции. И такую оборону они не могли тоже брать несколько месяцев. И все свои силы, мощь вооруженные запустили, сделали несколько было штурмов. Мы отбивали эти штурмы как можем. Так как фактически чеченские вооруженные силы остались одни, можно сказать, против этой хищной, такой преступной империи, с таким вооружением, с таким мощным, можно сказать. И нам было тяжело, не имея вооружения, не имея такой мощи, иметь сопротивление. Но все-таки мы приспособились этим, смирились, что мировое сообщество, весь мир смотрит пока, а мы будем защищать этот мир, чтобы у них хотя дух, у них хотя совесть, у них хотя какая-то смелость проявилась, чтобы хотя защищать свои народы, свои земли, и себя, и мировое сообщество, мировые законы, порядок, вот, и показать образцовый пример, как это надо сделать против этой преступной российской империи зла. И у нас это получалось. Вот это направление Агиштинское ущелье, когда чеченские мы вооруженные силы такую мощное сопротивление сделали, происходили огромные страшные войны. Вот. Там российская армия теряли огромные свои силы, их человеческие, ее вооружение.
ну, неравные силы, как говорится. Вот. И когда они прорывали вот эту оборону, вот в то время тоже на передовом я был уже тяжело ранен, можно сказать, пробито было все. И мне пришлось в течение пару месяцев уже и в реанимации, и, как говорится, в таком состоянии пройти вот, и вылечиться. Эти события, эта война длилась с 1994 по 1996 год, как мы знаем. И мы приспособились к этой войне, чтобы эти войска могли войти со своими вооружениями, со своими оружиями, с теми, которые имеют, а потом заново захватить вот, и забирать у них вот это оружие, и таким образом дальше продолжать эти войны. И вот такой партизанский метод, который был придуман нашим президентом Жихаром Дудаевым, вот эта тактика и стратегия сработала сильно. Надо было оставляли, надо было заново забирали. И вот таким образом они фактически не были готовы к такой войне партизанской. Почему? Может, армия большая, а тактика, стратегия, мужество, храбрость и героизма нету вот, в этой армии. Поэтому мы успешно проводили эти операции. И вот так, в конце концов, в 1996 году уже под руководством начальника штаба Аслана Масхадова был разработан операция, план по освобождению города Грозного и в дальнейшем всю республику. Это был разработан настолько сильно, настолько, что фактически вооруженным силам Российской империи зла не было никакого шанса. И эта операция «Джихад» называлась, это произошло 6 августа 1996 году. Все командиры, все командующие, все подразделения, мы уже фактически, Чеченская республика Ичкерия, фактически состоялась как уже вооруженные силы, как уже воины, где могли действительно и защищать, и отстаивать свою свободу и независимость. И таким образом мы сперва захватили 6 августа, начиная этот штурм, начиная это освобождение нашей республики, захватили сперва город Грозный, потом Аргун, Шали, Аргун, Гудермес и все районы, и горные, и другие. И в течение 20 дней мы контролировали полностью всю республику. И это был настолько гениальный план, гениальный вот это разработан вооруженным силам Чеченской республики Ичкерия, что когда мы полностью взяли под контроль города, горные все районные места, их блокпосты, их комендатуры, их подразделения, они фактически были окружены. И они не могли никак не подойти, не выйти. И мы этот вопрос поставили в точку. Или будем биться насмерть до конца, или, короче говоря, они покинут территорию Чеченской республики Ичкерия. И таким образом, с помощью Всевышнего Аллаха, мировое сообщество прекрасно помнит, как эту одержали победу униженными, опозоренным российской армии пришлось покинуть территорию Чеченской республики Ичкерия и закрепляя историческую победу, которая впервые за историю человечества была завоевана от этой Российской империи. Вкратце говоря, вот такая первая. И вторая вот эта война, я командовал Южным фронтом. Вот. Таким образом, сколько мы можем защищали, вот. Тоже был ранен, полученных ран, как говорится,
много здоровья потерял, в основном зрение 90%. Вот, и приходится подлечиваться, как-то делать. Но и сегодня я вам скажу одно. Победа – это не только с одним оружием. С оружием мы уже выиграли войну. Весь мир это знает. Мы это закрепили, это история. И история человечества пока будет существовать эта победа. Но сегодня мы будем дальше продолжать защищать свою свободу и независимость, именно показывая свой ум, знания, мудрость, показывая свои именно, требуя международные законы, права, которые сегодня многие государства мирового сообщества сами, которые не поддерживают, чтобы именно они сами пришли к этому законам, чтобы все народы, которые имеют по этим законам право на самоопределение, они были по этим законам приняты и защищены. Мне очень интересно твое мнение на российскую армию, вот на состояние российской армии, поскольку ты был командиром, да, то есть большой. Во-первых, я хотел бы спросить, вот сопоставление. Скажи, пожалуйста, вот дивизионный генерал по российской классификации военной, это соотносится к какому званию в российской армии? Ну, это бригадный есть, потом есть корпусной, как корпусной генерал. Ну, это выше бригадного генерал-майора, генерал-лейтенант. Генерал-лейтенант. То есть это очень высокое звание для российской даже армии. Скажи, вот будучи в таком высоком положении, ты можешь оценить, насколько сейчас армия, которая воюет в Украине, российская, нападает, насколько она продвинулась в своем развитии по сравнению с 94-95 годами? После Первой войны я при президенте Масхадова работал министром внутренних дел. Но это называлось министром государственной безопасности. Туда входили и другие тоже системные структурные работы, чтобы дополнительно вы знали. И фактически до Второй войны в правительственном уровне принимал все участие. И эту Вторую войну уже как командующий Южным фронтом оставил свободу и независимость Чеченской Республики. Так, значит, Андрей, насчет украинской, чеченской. Чеченская война, это я одно скажу, это сравнить с чеченской войной фактически тяжело. Почему? Потому что мы защищали, отстаивали свободу и независимость в одиночестве. Миллионное население, представь, миллионное население, которое имеет 17 300 квадратных всего лишь метров, представь, это маленькое место, можно сказать. И таким образом несколько сотен тысяч вооруженных сил со всеми видами, воздушными, надземными, со всеми оружиями, которые против нас вошли, да, это, конечно, истории в аналоге такого не было. Противостоять такой огромной, и тем более это 400-летняя война, и последние две эти войны 30 лет. И без всякой мировой поддержки, без всякой ни информационной, ни политической, ни финансовой, ни военной, ни без всякой поддержки воевать против этой российской армии. Нам приходилось до конца стоять, защищать города, места, потом оставлять их, когда у нас заканчивается вооружение, боеприпасы, все, отойти, чтобы они заново захватили, зашли боеприпасами, вооружением. Это была тактика разработана президентом Джохаровым как стратег военный. И мы
заново, спустя несколько там месяцев, вот когда они только что думают, что все уже нормально, окружаем, заходим, захватываем эти боеприпасы, эти вооружения. Ну, короче, полностью укомплектация происходит, понимаешь? Вот. И пленные, и оружие, и боеприпасы, и так далее. И таким образом в одиночестве мы воевали с 1996 по 1996. Вот так мы одержали эту победу. А сегодня, да, в Украине происходит то же самое, то же самое. Они повторяют те же военные преступления, как совершали на территории Чеченской Республики Ичкерия. Но можно уверенно сказать, сегодня украинский народ, украинские вооруженные силы, украинские бойцы показали, что они воины всему мировому сообществу, что они героически защищают, отважно и совершают подвиги. Надо отдать должное и показывать нашему миру, что они будут до конца стоять, защищать свои свободы. Вот в чем им я могу сказать и пожелать до победного конца успеха. Вот. И сегодня вооруженным силам Украины помогает весь мир. И в политический, и в военный. Им сегодня намного легче. Главное, вот этот дух не потерять, который сегодня они любят свою родину, сегодня они любят свою страну, свой народ, и они должны это до конца, не моргая, ни разу глазом бы отстаивать от этой Российской империи. Вот это тогда действительно приведет к совместной нашей общей победе. И надо, я просто не зря подчеркивал те события, которые в Чечне происходили. И это вооруженным силам украинцам тоже, чтобы они взяли обязательно себе наметку, как говорится, военную тактику, стратегию. Города оставляют, но потом и забирают. Города оставляют, но потом еще лучше и забирают. Это военная тактика, стратегия должна быть правильно разработана и правильно проводится. Поэтому партизанскую войну, тем более на Украине, никогда Российской империи зла, это она утопится и утопается навеки, навечно. Она уйдет с нашей, как говорится, мирной сообществе, как зло, где она сегодня найдет свой конец. Сторонники независимости Ичкерии, друзья Ичкерии, их мнение разделено. Кто-то считает, что необходимо сейчас немедленно европейским странам и странам Запада признать независимость Ичкерии. А кто-то считает, что сейчас этого делать не надо, надо дождаться, когда сама Россия распадется, и так Ичкерия вернет и так свою государственность, которая принадлежит по праву. Вот сегодня украинский юрист-международник, известный Евген Цыбуленко, который живет в Таллине, в Эстонии, выступил и сказал, что немедленно страны Балтии и Польша должны признать независимость Ичкерии. Как ты считаешь? Сегодня, Инна, чеченский вопрос – это действительно, как мы сейчас говорим, в мировом сообществе должен быть поднят на высшем эшелоне. Почему? Потому что мы 400 лет, мы свою поту мы доказали сегодня. 400-летние борьбы. А то, что их ярлыки, которые они хотели на нас навешать, на чеченцев, на наши вооруженные силы,
ну, как империя, как говорится, с мощной информационной и другими там финансами, со всеми государственными возможностями, вот, они старались столько лет нас как-то испачкать и преподнести всему миру бандитами, другими преступниками и так далее. Но сегодня правда восторжествовала с помощью Всевышнего Аллаха. Вот, к чему мы и стремились, то есть все эти 400 лет, которые хотели эту свою, как говорится, зло и свою несправедливость на нас навешать. И сегодня весь мир заявил, весь мир признал, что вместе с этим лилипутиком преступным, как говорится, президент, так называемым убийцам, его убийцей Путина, его армией убийцы, его сторонники, вот, это государство, как они преступниками, убийцами, диктаторами, тиранами. Вот мы это 400 лет всему миру заявляли и доказывали это. И они сегодня пришли к этому. Вот поэтому автоматически, я вам же поначалу сказал, если существует правда, если существует и сохраняет, и сами соблюдают наши международные законы, мировое сообщество, мировые лидеры должны таким образом нашу правоту признать, свободу и независимость, и правоту 400-летнюю, которой мы защищали свободу и независимость мирового сообщества, которые стояли в рядовом, отстаивая эту правду и не давая этому Российской империи зла перекинуться на те государства. Поэтому сегодня, да, если они сделают, сегодня поймут, то это значит будет прекрасно, когда вместе они, как они сегодня принимают решения по Украине, помогают, они должны в первую очередь таким образом принять решение, помочь нашему тоже сопротивлению, чтобы Кавказ освободился, чтобы и Кавказ наступил в конце концов свобода, независимость и право на самоопределение. Но если они сегодня даже не хотят, то, как наши некоторые говорят, если они не сегодня даже это не примет, завтра так и так эта Российская империя зла распадет. Мы все это вот добьемся. Мы будем стоять за свою свободу и независимость до конца. И это не пустые слова. Это мы доказали своей кровью. Это мы доказали 400-летней войной против этой империи зла. Защищая свою землю, защищая мировое сообщество. И таким образом мы не должны забывать о геноциде, о двух вот этих войнах, совершенных 350 тысячами убитыми, ни в чем не повинных мирных граждан Чеченской Республики Ичкерии, женщин, детей, стариков. 350 тысяч. Говорят, там 300 тысяч это было именно непосредственно нанося их бомбовыми, всякими авиационными ударами, со всеми вооружениями. И 50 тысяч от полученных ран после скончались мирные граждане. И вы представьте, 500 тысяч мирных граждан, женщин, детей стали инвалидами от полученных ран. 500 около тысячи. Никто этого не говорит. Про убитых говорят, а про 500 тысяч искалеченных, израненных, ставшим без ног, инвалидами, женщин, стариков, детей. Это геноцид. И мы требуем, чтобы мировое сообщество не только свободу, независимость, а признали всю нашу, признали этот геноцид, признали это тиранию со стороны преступной Российской империи зла. Вот именно мы должны все вместе, которые борются за правду, донести это до всего мирового сообщества. Эту правду. Я хотел сегодня, чтобы услышал мировое сообщество это историческую, настоящую правду о 400-летней войны сопротивления Чеченской Республики Ичкерии, которые стоят на рубеже первом
и отстоять свободу, независимость всего сообщества, и которые мы 400 лет говорили всему миру, что они убийцы, что они преступники, что они диктаторы, что они тираны, чтобы они признали, весь мир все время, 400 лет, какие-то отношения с ними строили, дружеские, молчали, боясь их, и все-таки думали, что не перекинется это на небо какими-то дипломатическими путями. Но сегодня, когда уже они начали убивать ни в чем не повинные народ Украины, захватывать своими агрессивными оккупациями территории Украины и дальше всему угрожать мировому сообществу, и они уже увидели настоящее их лицо, настоящий их преступный режим. И признали сегодня, что убийцы они, преступники и третьи. Раз они признали нашу правоту 400-летнюю войны сопротивления, которую мы это говорили, признайте это, пока еще мы можем отстаивать на первом рубеже. Если признали, то у них должно хватать смелости признать сегодня чеченская независимая, свободная независимая республика Ичкерия и нашу правоту. Вот мы должны требовать, и мы будем, иншаллах, это требовать по всем международным законам, по всем правам, которые сегодня приняты нашим мировым сообществом, и доказывать всему миру, что чеченский народ заслуживает свою свободу и независимость и право на самоопределение, и быть частицей нашего телевизионного мира. Вот. И в конце концов надо понять, мы сегодня будем делать все возможное, чтобы украинский народ действительно с большим уважением чеченский народ смотрит на них, чтобы они одержали победу, чтобы они в дальнейшем, на веки веков, Украина процветала и жила в мире и согласии, свободное и независимое государство, как и чеченское, как и мировое сообщество. И эту правду, Инна, Андрей, все, кто есть сегодня, борется за правду, они сперва должны знать эту правду и этой правдой пробить этот мрак. Сегодня мы, как говорится, во мраке, на священном Коране Всевышний Аллах нам говорит: от мрака к свету, выйдите из мрака к свету. И таким образом мы с этой правдой, с этим лучом будем пробивать вот этот мрак, этот грязь, вот этой империи двухглавой зла, который наносит вред, страдания всему нашему миру, чтобы это дальше не происходило. И будем говорить, и делаем все возможное. Я от всей души желаю братскому украинскому народу скорейшей победы, и чтобы знали, что мы, чеченцы, чеченский народ, чеченские настоящие воины, которые 400 лет с поднятой головой показывают образцовый пример всему мировому сообществу, как надо с ними воевать и как надо защищать свою свободу и независимость, мы вместе с украинским народом, украинскими вооруженными силами и сделаем все возможное для помощи им, чтобы они победили этого зловещего, коварного врага. И еще я одно скажу: эти тиктоковые какие-то воины, как говорится, псы Путина в лице Кадырова, которые там показывают чего-то имени чеченцев, чтобы я заявляю всему мировому сообществу, всем народам: эти граждане Российской Федерации, эти работники этого преступного режима, они не являются ни чеченцами, не являются никакой нацией. Это национал-предатели, которые служат этой преступной режиме империи зла и являются только преступниками. Поэтому, чтобы следующие, в будущем знали, чеченский весь народ
Чеченская республика, Ичкерия, вооруженные силы, и те, которые стоят за свободу и независимость, будут всегда и с Украиной, и с мировым сообществом, со всеми цивилизованными народами, которые хотят жить в братстве, в дружбе, принося добро всему нашему миру. Иншаллах, так и будет. Я желаю нашему всему миру мирное процветающее небо и на веки веков добро. Вот, вы сегодня являетесь гражданами Чеченской республики Ичкерия, Инна Андрей, о чем я еще раз поздравляю. И наши слушатели, наши враги, все, чтобы они поняли и знали, которые они сегодня какие-то помехи, какие-то угрозы, еще что-то, это не именно с Инной и с Андреем, это со всем чеченским народом. Так как вы не просто Инна и Андрей, а вы уже граждане Чеченской республики Ичкерия, и весь народ чеченский ваши братья и сестры. И если кто-то будет там думает какие-то там угрозы, какие-то эти угрозы и это все, чтобы они знали, они будут сталкиваться, иметь со всем чеченским народом, и придется отвечать этим преступникам, этим, которые именно выполняют это зло и совершают такие поступки. Все. Желаю, Инна, Андрей, вам здоровья, счастья и успехов в этой трудной, нелегкой работе. Баркал Асланбек, Баркал. Спасибо за доверие, Баркал.